Президент Таджикистана Эмомали Рахмон – агрессор и убийца. Он вероломно ворвался на территорию Кыргызстана. Руками своих солдат убил десятки мирных жителей в Кыргызстане, включая женщин и детей. Рахмон хочет эскалации и хочет больше жертв среди мирного населения. Почему он это делает? Он хочет сохранить у себя власть через войну против соседей кыргызов. Рахмон – диктатор, агрессор и убийца. Кто такой Рахмон и почему он вероломно начал вооруженный конфликт с Кыргызстаном? Три основные причины. Причина номер один – внутриполитическая ситуация. Экономически-социальная ситуация в Таджикистане очень тяжелая. Рост числа безработных, нищета и количество трудовых мигрантов за рубежом увеличивается. Люди устали от воровской власти и от того, что все сферы экономики под семьей и кланом Рахмона. Ожидается социально-политический взрыв. Рахмон в нынешней тяжелой ситуации в своей стране крайне заинтересован в консолидации нации вокруг себя и для этого находит общего врага – Кыргызстан. Поэтому клан диктатора спровоцировал конфликт с кыргызами. Причина номер два – контрабанда и наркотрафик. Клан Рахмона контролирует контрабанду ГСМ и других товаров из Кыргызстана и обратный поток контрабанды. Усиление контроля со стороны Кыргызстана и ужесточение борьбы с контрабандой становится причиной убытков семьи Рахмона. Поэтому такой конфликт нужен для клана Рахмона, чтобы дальше лично обогащаться и сохранить незаконно нажитое богатство. Южный Кыргызстан является для клана Рахмона одним из основных коридоров переправки наркотиков за границу. И поэтому клан Рахмона не заинтересован в присутствии постоянного какого-либо контроля с кыргызской стороны этих коридоров. Причина номер три. Операция «Преемник». Рахмон очень болен. Он в любой момент может оказаться недееспособным управлять, и поэтому ему срочно надо передавать свою власть своему сыну Рустаму Эмомали. Но он понимает, что данный процесс под угрозой из-за того, что Рустам еще молод, неопытен и полностью не признан другими кланами. Для того, чтобы минимизировать риски перехода власти, ему нужна консолидация людей и так называемая победа против внешнего врага. И он выбрал Кыргызстан для своей политической аферы. Обращение таджикскому народу. Уважаемые братья-таджики! Кыргызы и таджики жили веками в бок о бок мирно и навсегда останутся братьями-соседями. Мирный договор был подписан в Бишкеке при посредничестве нашей страны. Кыргызстан принял тысячи беженцев, предоставил пути для оказания гуманитарной помощи. Мы знаем, что диктатор Рахмон уничтожает любые политические движения в вашей стране, привел страну к экономическому кризису, а его семья и клан живут припеваючи, захватив все, что возможно в стране. Он не патриот, а диктатор, который грабит свой народ.